Школа в орбите вполне могла оказаться еще одним долгостроем. На объекте дважды менялся подрядчик. С последним фирмой «Белстройцентр Калуга» контракт разорвали, строители не выдерживали сроки, а затем из-за нехватки денег и вовсе остановили работы. Решением российского суда белорусского подрядчика оштрафовали на 115 миллионов рублей. Расторжение было с прошлым подрядчиком не из-за ошибок, а из-за его бездействия на объекте. Поэтому здесь объект нельзя назвать каким-то, скажем так, ущербным или кривым. Вполне нормальный, годный объект с вполне нормальной проектной документацией. Он просто большой, поэтому здесь необходимо достаточное количество ресурсов для освоения его в надлежащие сроки. Теперь уже новый подрядчик из Кировской области обещает достроить объект, тем более что все основные работы были завершены ранее. Сейчас отделка, наладка инженерных систем благоустройства. Проверяющие отмечают небольшое отставание по монтажу перекрытий спортзала, вентиляции и слаботочных систем. Но все поправимо. Все вместе усилия приложим. Если слова не будут расходиться с делом, мы, во всяком случае, пришли сюда и готовы ее построить. Это амбициозный проект. У меня не первый такой проект, но выходили все с достоинством. Но моменты истины того, что с опозданием не в контракт сдать, они имели не по субъективным, по объективным причинам. С финансированием проблем нет. Тормозит процесс строительства разве что бумажная волокита и различные согласования с заказчиком, сетует подрядчик. А еще на стройке банально не хватает рук. Для этого планируют нанять дополнительные бригады, а на отдельных работах, например, по устройству вентиляции и пожарной сигнализации, привлечь субподрядные организации. Подрядчик усилится. Я думаю, что сейчас уже пошла тенденция под окончание строительства, как вы сами видели, заканчиваются уже отделочные работы. По всем помещениям есть определенная еще готовность, но требуется уже исправление тех ошибок, которые были допущены предыдущим подрядчиком, с которым был расторгнут данный контракт. Первый вице-премьер правительства Коми Михаил Порядин по поручению главы проинспектировал стройку и пообщался с подрядчиком. О проблемах докладывать незамедлительно. Если потребуется, будем решать их в ручном режиме. И решим. Есть опыт по Лимпстрою. К 16 сентября все должно быть завершено, поставил срок Михаил Порядин. После этого в новые классы завезут мебель и оборудование. Мы планируем к середине сентября месяца получить готовность объекта. Естественно, будут устранения замечаний, определенные отладки, пусконаладочные работы. И после поставки оборудования полностью объект будет готов. Затем новой школе предстоит пройти процедуру аккредитации и получения лицензии. Этот процесс тоже не быстрый. Тем не менее, открыть учебное заведение на 1200 мест планируют уже в первые дни нового 2020 года. Алексей Корчмалик, Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.